По приглашению жителей Московского района Чуйской области мы поехали в село Садовое, где собралось больше 20 человек, чтобы рассказать о их плачевной ситуации. У всех этих людей разные юридические проблемы, но давайте по порядку. К сожалению, мы не можем уместить все истории и рассказы людей в один выпуск. Так что в этом видео люди, которых мы снимали, расскажут о земельных конфликтах, возникших у кооперативов в этом районе. Представлюсь, председатель сельхозкооператива «Красный Октябрь». Работаю здесь уже 17 лет. С 2010 года у нас начались проблемы земельные. Это коррупционная схема, которую организовал здесь у нас в Московском районе, это Ибраимов Рамис Рамазанович, начальник госрегистра. Он здесь проработал 15 лет и подмял под всех главных под себя. Хотя это регистрирующий орган. Но он так все поставил, что без него шагу не сделали. И, в общем, они создали такую коррупционную схему, где простой гражданин практически не может получить свою земельную долю. Создают всякие препятствия. Затем в их группе входят там посредники, это известные в Московском районе. Это Абделазимов, Ахметов, Асадов был по Садовому работал, там еще Тимир был. Вот, они к ним посылают, те ходят по адресам и привлекают, говорят этим простым гражданам, что у вас земля там непригодная для обработки, если вы нам ее не продадите, от 3 до 5 тысяч сомов вот этих обманутых социально незащищенных людей, они изымают, а потом объединяют в один общий массив и забирают у Красного Октября. Потому что сама земельная реформа сделана так, что по Беловодскому, по крайней мере, что 10-15 гектар один человек купить не может в одном месте. Земля закреплена по земельным долям в разных контурах. Они именно курс взяли на кооператив, потому что у нас площади единые, оттуда отымают. У меня есть 2 решения суда еще в 2018 году, они тоже не исполняют. Все отсылают в верхние инстанции, Генеральная прокуратура, КГНБ, отправляют в областную прокуратуру, областная прокуратура отправляет в Московский район, который вот это все нарушение производит. И здесь они вот это занимаются волокитой. И потом несколько писем отправляют, что мы рассматриваем, и потом раз меняется или зампрокурора, или прокурор, и опять это все. И вот эта волокита, я считаю, что прокуратура Московского района, и я могу это доказать на бумаге, она играет роль адвоката у этих коррупционеров. Именно адвоката. Им говоришь одно, вот, они нарушили, предъявляешь им, что закон такой нарушили, а они в ответ ничего не могут. Они говорят, да, мы разберемся. Ну, понимаешь, вот это, если в этот, я говорю, вы доведите до суда. Хоть одно дело доведите до суда. А одно дело Чуйское ГУВД довело до суда в 2014 году. Здесь, в Московском районе, она рассматривалась 4,5 года. И в конце концов коррупционеры сумели его вернуть опять на доследование. 4,5 года в суде было. Когда там это расследовала следственная группа Чуйской областной прокуратуры.
Последняя беседа была у меня с прокурором, зампрокурором, и они вызывали. Я опять писал в область опять сюда вернула. И он как бы руками разводит, прокурор, говорит, ну я в чем виноват? Если слабые следователи в московском РОВД. Я говорю, ну тогда ищите хороших, отправляйте в ГУВД, ну какие-то меры вы должны же принять. И идет какая-то просто игра с народом. Она, я думаю, до добра не доведет. Мы уже научены и не хотим никаких революций. Мы хотим мирно, спокойно в правовом поле решить. По судебным исполнителям я сказал, у меня есть 2 решения Верховного суда, которые были еще в 2018 году. Сегодня уже в марте, уже 3-й год идет, не исполняется. Судоисполнители вообще никакую роль не играют. Они рассматривают, одного, правда, по ходу дела посадили за взятку, и у меня потом после этого создалось впечатление, что эти коррупционеры им там деньги отдают, или как, и говорят, да, волокитесь с ним, и все, ничего. И в конце концов расписались, что они вообще, а зачем нам тогда этот судоисполнитель, если он не может нам, у нас в сельхозкооперативе украли, ну, скосили 15 гектар пшеницы, обращаюсь в РОВД, в прокуратуру, у меня есть отписки, состава преступления нет. Вот просто до юмора до какого-то доходит. А мы вынуждены были, чтобы не упустить срок, в гражданском порядке подали в суд на возмещение убытков и упущенной выгоды. 400 тысяч у этого Абделазимова выигрываем, и потом начинается вот это до Верховного суда. Есть решение Верховного. Не исполняет решение Верховного суда. Есть статья в Уголовном кодексе до 2 лет лишения свободы. Тоже не исполняет. РОВД меня отписывают. Вот в РПП мы их зарегистрировали. И все. От меня от этого, что они в РПП его зарегистрировали. А они свободно разъезжают на хороших машинах, живут в хороших домах. И оказывается, судоисполнитель говорит, а он гол, ничего у него нет. У нас, оказывается, в стране, если ты ничего в собственности не имеешь, можешь грабить и спокойно передвигаться по району. Представители кооператива Акбатаксу. Начну как с самого начала. С 91 года я работаю там сначала зоотехником, потом главным зоотехником. И до 2000 года потом на бюджете района мы состояли. Фрунзенская государственная конюшня называлась. Потом в связи с обстановкой такой в 2000-х годах очень было слабое финансирование. И у нас аким был такой, Малагазиев Эркентур Малагазиевич. Он нас вызвал к себе в кабинет на прием и сказал, говорит, в связи с трудным положением в республике, в районе, мы вас не можем содержать и платить зарплату. Своим коллективом выкупаете у государства всю с долгами полностью конюшню, либо что-то будем мы сами тогда думать. Написал письмо, нам, в общем, завизировали все, и потом мы в Министерство сельского хозяйства. Там как раз через ЦАРС проводилась вот эта вся приватизация. Ну, в общем, мы в течение с 2002 года по 2005 год полностью приватизировали его с долгами, со всеми расчетами, все. В общем, мы коллективом выкупили. Это было уже там в равных долях, но мы до 5 лет. Мы за 3 года все выкупили, погасили долги, все. И уже функционировали, получили красную книгу сельхозкооперативов Акбатаксу. В 2005 году получили, и мы, как старые работники, там не только я, и Подшивайлов есть такой Андрей Георгиевич, потом Домшенко, в общем, кто пожелал, там как долго проработали,
свою долю тоже отдельно выкупили. Но в данный момент сейчас кооператив существует, Акбата Аксу. И потом уже сменилось, в общем-то, 4 президента, то бишь Акаев, Бакиев, временно исполняющий Роза Атамбаева и Атамбаев. Никому не надо было ничего. В общем, это мы сами выживали как могли, делали ремонт за свой счет, полностью налоги платили. Сохранили эти пластиковые стекла, поставили в конюшне. Ну, сейчас на данный момент у нас около 25 голов. Ахалтекинец у нас был зарегистрирован в Москве, выиграл по ахалтекинской породе, взял первое место. Потом, в общем, появился один меценат. В общем, надо ему вот этот объект сохраненный. В Караколе был такая же конюшня, там один фундамент остался. В Таласе 113 тоже один фундамент остался. А здесь сохраненный, функционирующий, без долгов, без ничего. Кому-то, в общем, 35 гектар общей площадью, кому-то, в общем, понадобился. И с помощью Московской прокуратуры в 2018 году с февраля месяца у нас начались вот эти Московская прокуратура иск. Хотя по запросу адвоката нашего вот с 2006 года по 2017 включительно проводилось 18 проверок. Ни одного в нарушениях со стороны нас не было. Даже вот в 2010 году 4 проверки было. И счетная палата проверяла все. Не было нарушений. Но со стороны Московской прокуратуры и судей начинается рейдерский захват. В общем, кому-то это все надо. В общем, есть красная книга. Вот даже на мою долю есть красная книга, оформленная на меня. Все, это было оформлено в 2005 году. Потом я дарственно дарю вот супруге своей свою долю. Вот она дарственная, пожалуйста. Это было, которая, да, в цивилизованных странах мира она не должна дарственно вообще оспариваться. В 2017 году дарственную я сделал. Несмотря на это, они давят и хотят рейдерский захват делать. Забрать это все полностью, аннулируется. Вот сейчас на данный момент у нас идут суды. Мы писали неоднократно, вот даже с уведомлением письма отправляли. Вот они, я специально делал квитанции, вот они это. На имя президента, на имя ГКНБ, Генеральную прокуратуру. И все это отфутболивается, и суды все коррумпированные, все это самое, все делается в пользу этого мецената. И, в общем, беспредел полнейший идет со стороны прокуратуры нашей московской. Делали заявление, запрос, дайте нам результаты проверок, которые вот проводились. Почему Элекмоту нам дает результаты проверок, а у вас нету результатов проверок. Хотя есть архив или что, я не пойму, прокуратура, либо Шарашкина контора, либо что, как это архива нету, которые они проводили сами же эти проверки. Есть постановление правительства номер 662, которое дало нам право вот это приватизировать со всеми долгами, все. Указ президента есть, все это перечеркивается судами, все это самое. И, видимо, там, ну, как говорится, не пойманный с поличным и не вор, но, видимо, там заинтересованность какая-то материальная у кого-то. И все суды идет в пользу этого мецената, так скажем. В общем, вот так вот вкратце я рассказал свою боль. Я Шакова Оксана Николаевна, представитель от группы лиц, пострадавших от мошеннических действий Удовихина Сергея Александровича. В 2011 году группа лиц, заготовители, закупали молоко у населения, сдавали ему молоко на его мини-завод. Вот. Какое-то время с расчетом было все хорошо, но через 2 года он за 3 месяца, получается, всех заготовителей не рассчитал.
и должен всем крупные суммы денег. В 2011 году, в 2010 году он закрылся, в 2011 году он, значит, составляет со всеми договора, что в течение 3 лет с заготовителями рассчитается. Прошло 3 года, он не рассчитался, и вот у нас получается в 2015 году прокуратура завела на него уголовное дело мошенничество в особо крупных размерах. Вот. Вот с 2015 года мы ходим по судам и не можем найти правды. По факту мы ему продукцию привозили, заготовители, нас там несколько человек, но он неизвестно, куда он дел деньги, и нас не рассчитал, получается, заготовитель. Должен крупные суммы денег. Получается, молочные заготовители брали деньги в кредит, чтобы людей рассчитать. И мы теперь вот ходим по судам, не можем справедливости добиться. Вот. Ну и я бы хотела обратиться к правоохранительным органам, что правоохранительная система у нас в Кыргызстане не работает. Следствие как таково не проводилось. Вот у нас была ситуация в прошлом году, я не помню уже в каком месяце, по-моему, то ли в июле, то ли в августе, год назад приблизительно. У нас в Чуйском областном суде суд рассматривался без потерпевших. Как такое может быть? Я на следующий день встречаю человека, и он мне говорит: вы вчера суд проиграли? Я говорю: как проиграли? У нас не было никакого суда. Мы звоним своим адвокатам, они тоже не в курсе были, что у нас был суд. А наш, получается, обвиняемый, ответчик, он идет и говорит всем, что вот вчера я суд выиграл. А мы об этом даже и не знали. Как такое может быть, что без потерпевших провели судебный процесс? У меня подозрение, что у нас идет подкуп судей. Мы написали жалобу в Верховный на Чуйский областной. Верховный нас вернул обратно в Чуйский областной. Этот человек, обвиняемый в мошенничестве, он ни копейки никому не выплатил. Мы просто подозреваем, что у нас правоохранительная система не работает, он просто их подкупает. Потому что последний процесс был, мне звонит моя адвокат и говорит: Оксана, во сколько у нас суд? Я говорю: в 14:30. А что он делает в Верховном суде в 10 часов утра? Вот что он там делал? У нас подозрение, что он туда просто привез какую-то сумму. В общей сложности где-то, по-моему, всем заготовителям около 7 миллионов. У нас несколько человек. Кто-то вообще не подавал, а кто-то подал, уже срок исковой давности закончился. В общем, вот у нас сейчас 5 лет, и мы на месте топчем. Сейчас наше дело отправили на новое рассмотрение. Хотя мы добивались всей группой, чтобы было доследование. А нам Верховный Чуйский доследование отказал. Когда мы вызвали в суд судью Кинжиева, и судья ему начал задавать вопросы, какие следственные мероприятия он производил, он ни на один вопрос не смог ответить. Ему какой-то вопрос задают, он отвечает: не помню, не знаю, не помню, не знаю. Получается, у нас следователь вообще не работал. По факту он должен был опросить всех свидетелей, кто работал на предприятии, бухгалтера в первую очередь. Следствие как таково не производилось. Он просто взял со всех объяснительные. Все. Мы когда выходим сюда, у нас шоковое состояние от того, что в судах творится полный беспредел.
с ним вот судятся и банки, не могут у него деньги высудить, и мы с ним судимся. Вот. Я, если честно, когда начинали вот мы судиться, я не думала, что это так морально тяжело да и физически тоже. Ну, получается, мы людей рассчитали, а он нас нет. Кредиты брали. В общем, так вот. Вот. Не можем добиться справедливости. Я полковник милиции отставки, Исеналиев Альберт. Я в жизни никогда не сталкивался с коррупцией, когда работал в милиции. Ну так, когда был увлечен работой. Вот когда вышел на пенсию, стал адвокатом, но мне пришлось столкнуться с такими фактами, что просто душа не выдержала. На примере земельного кодекса Кыргызской республики, вот, на примере там Александровском Айлюкмыту, там председатель Айлюкмыту покойный Сализа и Салиха, оба они уже ушли на тот свет, Салиха, путем вот, колхоз и их дружба был банкротом. И там Майлыбаев, такой есть у нас, который выступал ликвидатором этого колхоза, когда этот колхоз обанкротили, там была земля, болото. И в этом болоте там жил сторож с 90-го года. Он сам это болото осужил, он колхозником считается, как фамилия Малаер, да, Паншер. Вот, мне пришлось столкнуться с этим фактом. Там путем подделки аильного документа, распоряжения 2, там подделаны, это экспертиза, и 4 распоряжения поддельные, это экспертиза доказана. Они эти землю присоединили как колхозу, дружба, и продали частным лицам. Вот 26 разделили на 26 участков, продали. В этом был замешан наш госрегистр, Ибраимов Рамис и ликвидатор Майлыбаев. Этот наш покойный вот этот Айлюкмыту, председатель Сализа и другие лица. Там был 8 гектаров земли, там это считается как болото у них. Мы взяли карту из Киргиз-Гипрозома, там она считается как болото, числится как болото. Но они использовали как эти земли сельхозназначения и продали. Это неудобие, да. Да, утопия, да? И пришлось мне вмешаться, и что-то такое мы здесь там не делали. Я обращался в Следственное управление Чуйского ГУВД, где 16 года было возбуждено уголовное дело. Там по факту вот это земельной аферы этими лицами. Но видя то, что вот в 2016 году было возбуждено такое дело, но дело это фактически расследовалось, но не в полном моменте. Дело приостанавливалось по надуманным актам, прекращалось. Мы вынуждены были жаловаться MВД Республики, Следственное управление. Сейчас там замминистром стал Джумалиев Амирбек. Я был у него на приеме когда-то. Он сказал, разберемся. Но время проходило с 16 года, 17, 18, никакого движения по этому уголовному делу не было. Никакого. А те участки, которые разделили по 26 человек, у нас есть фамилия, которым этот наш госрегистр, на который было возбуждено вот Ибраима Рамиса, я как посчитал потом, собрал досье на него было возбуждено, если не ошибаюсь, где-то 17, около 20 уголовных дел. Начиная нашей прокуратурой, кончая нашей милицией, кончая нашим ГУВД Чуйской облпрокуратурой, потом КГБ, МГБ Чуйской области, прокуратурой, Генеральной прокуратурой. Ну, человек около 20 уголовных дел. Да, где-то так, возбуждено на него с аферой земли, продает земли, участки. И, как вот Лев Николаевич сказал, этот суд, вот они привлекаются, вот с нашего ГРС районного привлекается 6 человек. Лица уже
4-й год, 5-й год пошел. Почему дело земельное, это коррупционное дело, никак не может сдвинуться с места? Искусственно приостанавливается, искусственно прекращается. Пришла отписка, что материалы, жалобы направлены в Генеральную прокуратуру. Мы приехали в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура занимается отпиской, направлена в облпрокуратуру Чуйской области. В облпрокуратуру пошли, там есть, сейчас работает Ильясов Санжар. Вот как раз он курирует следственную часть. Наше уголовное дело до сих пор находится в стадии, наверное, приостановления. Я как узнали мы сейчас. Она не возобновляется, не расследуется. Но это круговая порука, это мафия земельная. Я открыто скажу. Я вот собираю вот факты. Если не ошибаюсь, здесь собрались люди, которые вот здесь, у каждого все наболевшее по земельным, по жилищным, по этим, по трудовым вопросам. У нас суд коррумпирован. Я скажу честно, открыто, не боясь никого. Потому что это уже люди, они, конец уже, терпение у них лопается. Прокуратура, если не ошибаюсь, силовые органы стали придатком, просто они стали орудием. Они могут там расправиться с инакомыслящими, которые могут там высказать свою точку зрения. Пугать, заставить их там по телевидению там приносить извинения, раскаяния. Но они же не о хорошей жизни говорят это. Правильно? И что по итогу? Как мы видим из рассказа председателя колхоза «Красный Октябрь» и представителей кооператива Акбату Аксу, законы и институты нашей республики все-таки защищают право частной собственности. Но не всех, а лишь права олигархов и владельцев крупного капитала. Они подкупают чиновников и госаппарат, заставляя тех принимать решения в их пользу. И несмотря на все усилия кооперативов и прописанное в Конституции законе права о неприкосновенности частной собственности, люди не могут добиться в существующей системе никакой защиты. Пока в стране царят идеалы капитала, никакая власть, никакая смена должностных и правящих элит не изменит кардинально общей ситуации. Страна все так же будет делиться на богатых и бедных, на имеющих права и бесправных, пока основным идеалом будет извлечение максимальной прибыли, а не жизни людей.